И послал царь Соломон и взял из Тира Хирама, сына одной вдовы из колена Нефалимова. Отец его тирянин был медник. Он владел способностью, искусством и умением выделывать всякие вещи из меди. И пришел он к царю Соломону и производил у него всякие работы. И сделал он 2 медных столба, каждый 18 локтей вышиною, и снурок в 12 локтей обнимал окружность того и другого столба. И 2 венца, вылитых из меди, он сделал, чтобы положить наверху столбов. 5 локтей вышины в одном венце и 5 локтей вышины в другом венце. Сетки плетеной работы и снурки в виде цепочек для венцов, которые были наверху столбов. 7 на одном венце и 7 на другом венце. Так сделал он столбы и 2 ряда гранатовых яблок вокруг сетки, чтобы покрыть венцы, которые наверху столбов, тоже сделал и для другого венца. А в притворе венцы наверху столбов сделаны наподобие лилии в 4 локтя, и венцы на обоих столбах вверху прямо над выпуклостью, которая подле сетки, и на другом венце рядами кругом 200 гранатовых яблок. И поставил столбы к притвору храма, и поставил столб на правой стороне, и дал ему имя Иохим, и поставил столб на левой стороне, и дал ему имя Боаз. И над столбами поставил венцы, сделанные наподобие лилии. Так окончена работа над столбами. И сделал литое из меди море, от края его до края его 10 локтей, совсем круглое, вышиной в 5 локтей, и снурок в 30 локтей обнимал его кругом. Подобие огурцов, под краями его окружали его по 10 на локоть, окружали море со всех сторон в 2 ряда. Подобие огурцов были вылиты с ним одним литьем. Оно стояло на 12 валах. 3 глядели к северу, 3 глядели к западу, 3 глядели к югу и 3 глядели к востоку. Море лежало на них, и зады их обращены были внутрь, под него. Толщиною оно было в ладонь, и края его, сделанные подобно краям чаши, походили на распустившуюся лилию. Оно вмещало 2000 батов.